сегодня в аэропорту Магаз высадился звездный десант. Актеры российского и советского кино пробудут в Ингушетии целые 3 дня. Их жесткий график расписан поминутно. У трапа самолета гостей с цветами встречала министр культуры Марет Газдиева. Звезд пришлось ждать недолго. Несколькочасовой перелет, конечно, утомил делегацию, но хорошее настроение их не покидало ни на секунду. Прилетели замечательно. Все хорошо. Вот немножечко задержался рейс. 1000 раз извинялись и командир корабля, и бортпроводницы, но на настроение не повлияло. Ну как, погода в Москве, здесь, есть разница? Ну, конечно, разница колоссальная. У нас уже выпал снег. Вот. Но это такой, знаете, он не постоянный, я думаю. Но, конечно, у вас тепло. Всеми любимая актриса Светлана Светличная в Ингушетии не впервые. Как только она вступила на гостеприимную землю, на нее нахлынули воспоминания, которыми одна из самых красивых актрис советского кино делилась с радостью. Я вообще сюда летела с огромным удовольствием и с каким-то таким настроем, потому что 40 лет назад я здесь была в гостях у Мамиловых, это Мамилов Суламбек, который играл Казбича. И поэтому здесь был мой Владимир Ивашов, была я была здесь и на охоте, я здесь и в горах была. Так что для меня какой-то очень край близкий и родной, да. Съемочной группе «Вести» удалось, пусть недолго, но все же поговорить и с не менее любимыми артистами. Добродушный, интересный и красивый Аристарх Ебанов все говорил о внучке, которая осталась дома в Москве и по которой он так скучает в разъездах. Я вчера был в Пятигорске, да? 200 лет Лермонтову, целый фестиваль отпраздновал. А говорит, а зачем вам в Москву лететь? Тут же недалеко, мы вас доставим, я говорю. А внучку кто потискает? Вот я ее потискал целых 2 часа и обратно полетел. Анна Фроловцева устала, утомил ее этот перелет, но все же веселая и общительная. Она была рада, что здесь, в Ингушетии, где солнце светит ярко. Устали, но счастливы. Нам сказали, что 3-6 градусов. Мы надели на себя все, что могли, тепло. А оказалось, что такое тепло. Знаменитости пробудут в республике до 26 октября. За это время они планируют совместить, как говорится, полезное с приятным. Это экскурсия в горный район и не только. Кинофестиваль раз, и потом сейчас идут юбилейные дни Михаила Юрьевича Лермонтова. И все же мы принимали участие, и я, и Суламбек Мамилов, и герой нашего времени, короче говоря. Вот. И это первый фестиваль с нашей легкой руки, доброй руки. Я думаю, фестиваль будет отличаться от очень многих в лучшую сторону, мне так кажется. Ну а после гости отправились на обед, отдых, а завтра с утра делегации в составе более 15 человек предстоит просмотр кинокартин. Фатима Катиева, Мадина Маризеева, Амир Цицкиев, Вести, Ингушетия.